Суд продлил содержание фигурантов дела 26 февраля под стражей еще на месяц. Верховный суд Российской администрации Крыма решил, что Ахтем Чийгоз, Али Асанов, Мустафа Дегарменджи пробудут в СИЗО до 24 апреля. Адвокат Чийгоза Николай Полозов считает, таким образом демонстрируется якобы самостоятельность суда и независимость прокуратуры. А на самом деле волокита и стремление выиграть время для того, чтобы расширить количество фигурантов дела и обвинить их в экстремизме. 26 февраля 2014 под стенами Совмина Крыма состоялся митинг партии «Русское единство» во главе с Сергеем Аксеновым и сторонников целостности Украины, подавляющее количество которых составляли крымские татары. В результате давки погибли двое, а в их смерти обвиняют нескольких крымских татар, участников митинга за единство Украины. Осужденных начали условно называть фигурантами дела 26 февраля. Ахтем Чийгоз, Али Асанов, Мустафа Дегарменджи находятся в СИЗО более года. Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Чийгоза, Асанова и Дегарменджи на срок до 24 апреля. Ну, прежде всего, вот такой шаг суда я связываю с процессом о признании Меджлиса незаконной организации на территории Российской Федерации, экстремистской организации. А вследствие добавят новые составы, новые обвинения, как минимум в отношении Чийгоза, и, видимо, они будут связаны с экстремистской деятельностью. Второе основание, по которому дело отправляют обратно в прокуратуру, то, что из-за большого количества участников процесса, 6 подсудимых, 7 адвокатов, 5 общественных защитников и большое количество потерпевших, я не исключаю, что на предварительном расследовании будет принято решение о разделении этого дела и проведение такого конвейерного суда, где будет, ну, условно говоря, по одному, по два человека.